Вне всякого сомнения, стримы – это тренд. И сколько всяких интересных моментов ловит камера в прямых трансляциях, когда стример думает, что камера выключена. Представляем вашему вниманию 5 неудач на стримах. Наглый обман. Делиан Опи был инвалидом, привязанным к инвалидному креслу. Он был очень популярен и участвовал во многих мероприятиях. Он собирал пожертвования от своих подписчиков себе на новое кресло. Продолжалось это в течение 2 лет, пока в апреле 2013 года он не встал с кресла, подумав, что отключился и вышел со стрима. Его постоянные подписчики не могли поверить, что он фальсифицировал инвалидность. Сказочный толк. Его канал был закрыт за мошенничество после заявления в нужной инстанции. Несостоявшийся стриптизер. Silence Century – очень популярный Twitch-канал с более чем 140 тысяч подписчиков. Его видеоролики варьируются от простых практических руководств по настройке вашего персонажа до прохождения различных уровней игры. Порой подписчики жертвуют деньги каналам, и некоторые не просто так, а с условием выполнения забавных заданий. Например, автор канала съел острый перец, чтобы быть человеком слова. Но самый необычный запрос, который он получил – прокрутиться на пилоне как стриптизер. Странная просьба, больше похожая на вызов. Но авантюрный геймер не спасовал и в один из эфиров, сбросив свои наушники и микрофон, вскочил с места, запрыгнул на пилон. Но неожиданно он вместе с ним упал вниз. Как оказалось, пилон был плохо закреплен. По итогу геймер отделался несколькими ушибами и четкой уверенностью, что пилон – это не для него. Долой скромность. Лея ака Лея Мэй – очень популярный геймер и стример на Twitch с более 600 тысяч фолловерами. Недавно Лея была запрещена на 30 дней от трансляции, а все потому, что подняла ногу в лайвстрим, показав миру свое запретное место. Она, конечно же, утверждала, что это произошло непреднамеренно. К тому же у нее такое происходит частенько. Совпадение, не думаю. Лея часто одевается в мини-юбки и наклоняется, чтобы поднять вещи. То встает и поправляет камеру, находясь только в футболке и стрингах. Не зная, конечно, что в такие моменты открывается взором подписчиков. В общем, не будем утверждать, но все это вряд ли похоже на случайности. Строгая мама. Несомненно, наши мамы хотят только лучшего для нас, но порой представления о лучшем у них с нами не совпадают. Вот живой пример. Молодого известного стримера Раста Фарлон Эмпайр устраивала его жизнь полностью. Ему нравилось играть, он даже бросил колледж, чтобы сделать карьеру стримера. Но его маму это явно не устраивало. Вот в одном из эфиров она и отчитала своего сынка по полной, пообещав выгнать его из дома, если он не начнет учиться и не найдет себе нормальную работу. По всей видимости, угрозы возымели эффект, так как этого стримера больше не видно. Остались лишь некоторые видео, отголоски былой славы. Японец, поджегший дом. Это, вероятно, одна из самых сумасшедших вещей, которые когда-либо случилось в прямом эфире. Японец по имени Йошихиро часто делал некоторые обзоры продуктов. В этот раз он демонстрировал, как заполнить зажигалку специальной жидкостью. По всей видимости, японец очень неаккуратно заправил зажигалку, потом как во время попытки зажечь ее стержнем, сама зажигалка вспыхнула огнем. А мы упоминали, что он курит сигарету во время этой трансляции. Его можно запросто назначить на премию Дарвина. В общей сложности его безуспешная борьба продлилась около 7 минут, за которые он так и не догадался вызвать пожарных. Его квартира полностью сгорела, но этим дело не закончилось. Как сообщается, огонь перекинулся на несколько соседних домов, в результате чего погибла женщина. В общей сложности пожарной бригаде потребовалось 6 часов, чтобы потушить пожар. Друзья, оцените этот ролик лайком или дизлайком, а также не забывайте, что под видео можно писать комментарии. А на этом пока все, увидимся с вами в наших следующих выпусках. Желаем всем хорошего дня и берегите себя, друзья!